Открывайте шире глазки, чудо всех сегодня ждет, сказка к нам идет. Мы сгустим немного краски и сейчас покажем сказку. Если для взрослых и ребят, «Колобок» на Новый лад. Сказка вроде бы все та же, герои те же даже. Нужно сказку обязательно посмотреть вам всем внимательно. Как себя вести не стоит, поучиться у героев. У лесочка на опушке своей маленькой избушки, где зеленая дубрава, жили-были дед да баба. Угоди-ка, бабка, мне печку жарко истопи, испеки мне пироги. Закрома сусеков пусто, лишь один листок капустный. Нет пшеницы, нет муки, уж какие пироги. Ладно, ладно, не ворчи, не люблю я калачи. По амбару помети, набери муки с вершок, испеки мне колобок. Накрывай-ка, бабка, стол, колобок почти готов. Ждать уже совсем не хочет. Ну-ка мне отрежь кусочек. Быть невеждой вот что значит. Хлеб не едят такой горячий. Только в рот его возьмешь, миг язык ты обожжешь. Пусть остынет он немножко у открытого окошка. Здесь, дружок, ты посиди, да на цветочки погляди. Прогнала тебя с кастрюли, а ты здесь уже грязнуля. Не садись на колобок, на его румяный бок. У тебя на лапках грязных множество бактерий разных. Колобка не задевай, прочь отсюда. Посиди на табуреточке, да укройся ты салфеточкой, чтобы мухи не садились, чтоб бока не загрязнились. Я веселый колобок, у меня румяный бок. Скучно в домике сидеть, надо мир не посмотреть.
катится, а навстречу ему грустный зайчик идет. Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком, хрупкою деточкой, или не будь со мной. Здравствуй, зайка, что ты грустный такой? Да потерялся. А где ты живешь? Адрес у тебя какой? Не знаю, забыл. Твой адрес нельзя забывать. Надо его хорошенько выучить. Я обязательно выучу свой домашний адрес и никогда его не забуду. Правильно, зайка, свой адрес нельзя забывать. Надо его хорошенько выучить. А пока пойдем со мной, чтобы опять ты потерялся. Будем с тобой дружить. Согласен. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Идут они, идут, а навстречу им волк со своими помощниками. Очень важный и отважный я инспектор ДПС. Контролирую порядок, что приносит нам прогресс. Здравствуйте, дорогие пешеходы! Я лесной инспектор ГИБДД. Я слежу за соблюдением правил дорожного движения. А это мои помощники дорожные знаки. Что за правила такие? Разве на дороге нужны какие-нибудь правила? Конечно, нужны. Вот послушайте. Очень шумно, перекресток, где машины считать. Перейти не так уж просто. Если правила не знать, пусть запомнят твердо дети. Верно поступает тот, кто же на зеленом свете через улицу ведет. У любого перекрестка нас встречает светофор и заходит очень просто. С пешеходом разговор. Свет зеленый проходи, желтый лучше подожди. Если цвет зажжется красный, значит двигаться опасно. Где кататься детворе? На спортплощадке во дворе. Нет машин, асфальт прекрасный. Там и ездить безопасно. Велик, кролики, скейтборд – это все здоровый спорт. Спасибо вам, инспектор, за науку. Мы тебе смело отправимся в дорогу. До свидания, друзья! На дороге будет классно, если ездить безопасно. Ремешок свой пристегни, всех счастливого пути. И пошли друзья дальше. Тропка, тропинка, дорожка, роща, дубрава, лесок. Прямо, правее, немножко, влево и наискосок. Колобок, я замерз и устал. Давай костер разведем, погреемся. Давай. Но тут появились пожарные во главе с начальником Медведем. Здравствуйте, мои друзья! Я начальник лесной пожарной охраны. А вы знаете, ребята, что в лесу надо соблюдать правила пожарной безопасности? Опять правила. Мы про них ничего не знаем. А мы сейчас вам об этом расскажем. Без взрослых с огнем развлекаться опасно. Закончиться может забава ужасно. В лесу очень сухо бывает порой. Костер обернется серьезной бедой. Представьте, что пламя легко разгорится, начнет полыхать, разбегаться и скрыться. Его потушить невозможно тогда.
Если горло заболело, позвони врачу. От простуды, от ангины он поможет вам. Ложку меда не забудьте положить в стакан. Чтобы вы больше не болели, вам пропишут витамины